Я хотел бы традиционно начать с отсылки к предыдущей лекции. В предыдущей лекции мы с вами говорили о религии, и говоря о религии мы затронули массу разных пластов. Один из пластов, который мы с вами не затронули, это отношение религии к искусству. Это достаточно сложный вопрос, и сложный он прежде всего благодаря заповеди, которые содержатся в декалоге, не сотвори себе кумира, изображения всего сущего на земле и на небе. Фактически получается, что у нас в трех религиях Писания, и авраамических религиях, исламе, иудаизме и христианстве, существует четко определенный запрет на изобразительное искусство. Но, тем не менее, как вы знаете, в одной из традиций, по крайней мере, в христианской традиции, тем не менее, изобразительное искусство активно развиваются, да еще и традиции иконографии, религиозной живописи развились, не очень однозначно с этим вся история строилась. Но сегодня мы с вами должны поговорить об искусстве, которое мы имеем сейчас. Вы видели на форуме, я оставлял ссылку на перформанс Атравович. Довольно старый перформанс, достаточно лаконичный перформанс. Как вы думаете, начнем с этого, искусство ли это и что это такое искусство? Вопрос сразу возник. Вы говорите, давайте вернемся к прошлой лекции про религия с искусством. Говорите, что есть прямой запрет на изобразительное искусство. При этом не совсем понятно, почему он прямой, а скорее там просто мир, ну ладно. Потом следующая ваша фраза. И изображение всего сущего на земле, на небе. При этом вы говорите о иконографии и все остальное, которое широко развито. И тогда... Вы хотите прояснения контекста? Ну да, потому что вы сделали два тезиса, и они, Вы знаете, история иконографии в христианстве, мы немножко сейчас уходим в сторону, но, может быть, это действительно не имеет смысла, потому что, в принципе, из этой специфической особой истории христианства и рецепции изобразительных искусств в христианстве действительно возникает все современное состояние культуры. Мы имеем в виду, я имею в виду современный Запад. Речь шла о том, насколько изображение вообще, вы знаете, что в исламе сохранился жесткий запрет на изображение, единственное, что допустимо там, это орнаменталистика, абстрактное изображение растительных орнаментов или вообще абстрактных орнаментов. Эстетизированное изображение слов арабского алфавита, которое достаточно тоже необычное по отношению к западным словам. Но сильный запрет достаточно сильно сохранился и в отношении иудаизма. Но в христианстве считалось, что икона именно под таким девизом икона победила, икона это Библия для неграмотных. Поскольку слишком многие жители Европы не могли узнать весть, благую весть о спасении другими способами, считали, что икона – это повествование без неграмотных. И особенно в Византии была очень сложная история, там сменялись периоды запрета на иконы, так называемые иконоборцы побеждали, и иконопочитатели, и в конце концов пришли к решению, что икона является не только Библией для неграмотных, по крайней мере, в традиции византийской, которую мы наследуем, но икона является определенным типом проявления божественных сил в этом мире. Иконы очень часто назывались нерукотворными, существует отдельная традиция, связанная с тем, что подразумевается нерукотворностью икон, но тем не менее постепенно именно из иконографии начинается расцвет современных изобразительных искусств на Западе и в Византии. Что потом тоже повлияло на Запад, когда Византию захватили турки и византийцы ушли в Европу. Ну так, что у нас Абрамович?
Два человека, мужчина и женщина, кричат друг на друга, немножко приближаясь. Причем даже каким-то не очень натуральным криком. Ну, понятно, это все-таки художественная акция. Что в этом вот искусство? 9 минут кричат. Искусство. Что в этом религия, как это связано с Я с религией связывал только с самого начала. Вас так интересует тема религии и искусства, это отдельная тема, которую можно, собственно, долго обсуждать, но меня интересует здесь не религия, у нас сегодня тема искусства, художественное сознание, не эстетическое сознание. Если можно говорить о таких терминах, потому как практически все термины, которые мы сегодня будем платить, они так или иначе очень устойчивы и очень слабы. Ладно, давайте я попробую другой пример начать с него. Как у нас сейчас тема звучит? Искусство. Искусство из нас. Это искусство. Забытый человек. Вы, кроме, эксперты, хорошо. Вы знаете, с экспертами все действительно как-то странно, когда была недавно такая история, одна женщина купила в антикварной лавке небольшое какое-то изображение абстрактное. Оно почти ничего не стоило, по-моему, 5 рублей стоило. 50, что-то совсем небольшое такое. Потом, когда она принесла к искусствоведам, оказалось, что это одна из ранних работ, если не ошибаюсь, Полока. И цена выросла сразу же очень сильно. То есть я точно не помню, это $1000. Вышла $1000. То есть у нас получается, потому что вы говорите, что существует искусствовед, который может быть скрытым искусствоведом. Я спросила, кто может быть искусствоведом? Ну, Эксперт, то есть эксперта бывает вы. Нет, я сказал эксперт. Возможно, но это вопрос, эксперт ли вы, и я соответственно не знаю, или зритель, там, слушатель, ну, кто еще посмотрит. Давайте тогда не будем отсылать к каким-то вот станциям типа экспертов, а будем говорить о нас с вами. Для нас с вами это искусство. В какой мере это может быть искусство? Я имею право оценивать это. А вы творец? Что вы подразумеваете? Ну, если вы скажете, вот я вам створил, как бы оцените, вот, стало ли это искусством после того, как я это для вас сделал? Вот давайте можем так. Мы зрители, а вы типа творец. И тогда мы можем с этой позиции оценить. Давайте. Я творец, что вы хотите сказать? Я же не искусство. С какой целью Как вы это? сохраните? С целью, показать искусство. Наверное, если каждый из нас сможет нарисовать подобный квадрат, то вряд ли ценность этого квадрата, как такой, то есть повторимость данного образа. Хорошая идея. Я к ним вернусь чуть позже, да. Хорошо, но это сильно еще зависит от того, где вот этот вот квадрат будет находиться. То есть, если мы придем в галерею, то это будет немножко по-другому. Тогда как относительно вот этой вот то ли истории, то ли анекдота, что на выставке абстрактной живописи выиграл план эвакуации. А вот вы интересно сказали, вы сказали, что если я творец, то тогда это не искусство. Почему? Ну, вы что-то мне предложили, а я это не принял. Ага. Но все, вы что же... мы не принимаем, сразу же уходит из искусства. Нет, ну что он не принимает. Но я сейчас проверил на себя там, общество, а вы как творец, пытающийся поговорить с обществом на каком-то своем языке. Если я его не понял, то это не искусство. Мне кажется, Хорошо. вопрос был очень грамотный, и сложно, если вы не видите, что не нравится, но потом уже там времени что-то рассудит о качестве, повторимости, неповторимости, но это какое-то базовое условие, чтобы уже дальше
в перформансе, что-то вот от искусства. По моему мнению, там в первую очередь есть какое-то желание выразить, выплеснуть что-то, или то, что есть внутри, с помощью какой-то формы. То есть, прежде всего, это будет импульс самовыражения и заявление, что я творец, я хочу что-то сказать. Хорошо, молодец. Супер. Вернемся еще. У вас сразу столько книги всех. Я хотела просто спросить, является ли тогда вот это вот, то, что вы сейчас создали, результатом вашего субъективного абстрактного отражения реальности? Только давайте не будем его творцом называть, а то он Господь Бог. Он автор, просто автор. Нужно добавить комментарий. Если под этим прямоугольником есть какой-то текст, который мы разделяем, то есть тогда мы можем представить искусство. Если мы не видим, даже может какой-то очень красивой, неповторимой картине, мы даже не видим ни текста, что не разбираемся в этом, но для нас, для кого-то искусство, для личных персонажей, не может быть не. И тогда мы возвращаемся опять к проблеме эксперта. Да? То есть современное произведение искусства в действительности читать очень сложно, особенно такие перформансы, как перформансы Абрамовича. Но там мы что-то можем почувствовать. Здесь, фактически то, что я нарисовал, я не просто принес, это был маленький перформанс. Мы знаем, что перформанс, искусство перформанса возникло как раз из того, что автор творил. Да, ну и вам сейчас еще вернусь. Да, ну и мне кажется, что можно сравнить просто логику с черным квадратом провести. Возможно, мы уже начали доставать смыслы, которые я заложил. То есть автор как бы, наверное, хочет, чтобы зритель, воспринимающий, сам нашел какой-то смысл в этом и построил там для себя. Хорошо, вы кое-что нашли, но почему это не квадрат? На что вы хотели сказать? Ну, о том, что эта ценность этой работы очень низкая. Общепринято считать искусством что-то все-таки идейное, концептуальное. То есть, что стоит делать искусство? То есть сама как современный предприниматель. И я к тому, что если бы, например, там 10 лет воевали, например, потом вы вернулись и нарисовали бы это и сказали, вот, в общем, это, в принципе, является выжимкой какой-то там того, что, ну, дистанции того, что я прочувствовал внимание, то, наверное, я выбрал там герой были 10 крат, наверное, даже будет это не очень слова. Возможно, не понимал. Хорошо. Сейчас я еще к вам вернусь, еще вопрос. Спросили, почему это не квадрат? Квадрат, потому что прямоугольник. Да. И что прямоугольник дает лучше, чем квадрат? Почему не квадрат? Ну, он не такой сбалансированный. Белый прямоугольник, черный. Интересно. Почему это не искусство для меня в этой ситуации? Потому что я видела контекст возникновения, ситуацию, в которой он рождался, и своими глазами видела, что это был не творческий порыв, а это была обучающая задача, чтобы вызвать дискуссию о современном искусстве. И в этом смысле вот с этого места все уже... Согласен. Современное искусство... Методическая пособие. Ну что, вот это безусловно имеет смысл только как современное искусство. Оно не может квалифицироваться в плане искусства с отсылкой к прошлому. Если мы задаем контекст только как контекст учебник, то безусловно это когда не произведение искусства. Да? Если еще на русском видим, то это, конечно, произведение искусства. Окей. Есть еще какие-то высказывания? Я немножко расскажу, почему, что я закодировал сюда. Ну, поскольку у меня базовое художественное образование, и я вместе с Александром Левисовичем достаточно долгое время участвую в разных фестивалях перформансов, я как бы еще художник. И посредством этого дела я хотел вам показать то, как странно работает современное искусство. Вы увидели черный квадрат, это отлично. Черный квадрат... Нет, я провел аналогию. Да. Черный квадрат, что нам говорит? Почему это великое произведение искусства? Ну, вот, наверное, потому что долго не рассматривать, можно что-то увидеть. Или ничего. Там все нарисовано. Или ничего, да. Но тут как бы автор не навязывает, что нарисовано в черном квадрате. То есть как бы автор не навязывает никакого своего влияния, он предоставляет. Черный квадрат. Ну да, то есть он дает направление какое-то, но... В 1992 году я вместе со своим другом Сашей и с другими своими однокурсниками приехал на выставку
авангардного искусства в Москве. И с нами был Вася, наш друг, который сейчас уже в Кришнаите. И он на входе в выставку висело первое изображение «Черный квадрат», он тут и остановился, и полчаса он не двигался. После этого мы его отвели, но он ни на что другое уже смотреть не мог. Сильное, видите, национальное переживание, казалось бы, ну что в черном квадрате? Искусствоведы говорят, что за черным квадратом скрывается очень важный смысл, а именно смысл смерти искусства. Это мощная манифестация. Черный цвет, почему в нем ничего не содержится? Черный цвет – это не цвет, это отсутствие цвета, это поглощение всего цветового спектра, в отличие от белого цвета, который содержит в себе все цвета. Здесь не квадрат, потому что здесь будет золотое сечение, и это как бы лучше для человеческого возможности. Что еще можно здесь такого странного и интересного найти? Здесь можно найти смысл того, что вы говорили, контекст. Да? Вот я рисую это произведение искусства в этом контексте, я показываю конфлированность искусства. Искусства слишком много в нашем мире. Оно перестало быть заметным, оно стало действительно лишь какой-то средой для других действий. Случайные материалы, случайный контекст. И еще. Вот эта вот штука, это по-настоящему часть нераспознанного русскими шрифтами иероглифа японского искусства. Фактически вы бьете в одно место, вы бьете во множественность интерпретаций, представляя это как объект слушания. С одной стороны, вы правы. Но если мы поговорим про эстетические компоненты сейчас, то вот с эстетической точки зрения очень слабенький вариант. Возможно, рисовать идеально ровную фигуру, списала, ставили пику авангардизма, ровные геометрические фигуры. Красиво. С другой стороны, не может. Но с другой стороны, если это не несет никакого функционального значения, если вы никак не хотите связать это с реальной жизнью, то что это может быть еще, если не искусство и не... Почему я не хочу сказать? Психотерапия. Ну тогда искусство преследует цель, вот мы уже выходили на это выразительность и выговорили о выразительности перформанса Абрамович. И как бы здесь я тоже достиг определенной выразительности, да, но это выразительность особая. Чтобы не говорить, вот основная проблема западного искусства сейчас это высокая закодированность. Очень часто, когда говоришь с художниками, они не будут вам рассказывать те вот эти вот значения, которые они закодировали. Не почитаешь, не читаешь. Приезжает человек в Минск на фестиваль перформансов, ест арбузы, 2 дня ест арбузы, приглашают всех. Понимать как знаешь. Но арбузы вытянутые, то есть это необычные крупные арбузы, и интерпретация, которая возникает у зрителей, это то, что этот американец делает перформанс, пытается съесть все бомбы, которые падают на Ирак с американских самолетов. Сейчас посмотрим на что-то другое.
теперь это искусство. Ага, тоже хороший вопрос. Как это Мы же сделали ничего, чтобы это нельзя, чтобы мы перестали считать это искусством, поэтому помолчали, но продолжаем быть. Изменились какие-то там... Еще вопрос. Поскольку я в базовое произведение искусства вставил что-то еще, что, ну, по крайней мере, отдаленно напоминает, является не очень совершенным творением искусства каллиграфии, почти, то мы сейчас можем сказать о том, что это двойное искусство. Ну, по существу, вот, что бы вы ни сделали, мы решаем, искусство это или нет. Или люди, которые сняли. Ну, мне понравилась минимальная ценность, потому что, во-первых, вы там какие-то усилия затратили собственное представление, во-вторых, вы там, значит, владеете какой-то техникой каллиграфии, то есть там, ну, вы учались на период этому. То есть, ну, для меня ценность возросла. Нет, для возможно, вы мне ценность, вот, то есть, ценность в некотором степени возросла. Для меня это уже на ступенечку выше, то есть там, ну, хотя этот уровень искусства у меня все равно будет повыше. Еще какие-то вещи. Ну, оно является настолько искусством, настолько много смыслов в нем можно уже увидеть, и плюс сколько вы можете привнести дополнительно. Ну, даже если будете напрягаться, как бы, вы не можете привнести больше, чем, ну, не знаю, чем у вас получится, исходя из нашего культурного уровня развития. То есть у нас уже есть культурный уровень, мы это можем интерпретировать, исходя из этого. Вы можете рассказать историю какую-то, мы можем ее понять и добавить, ну, вашу историю к тому, что мы уже видим, и, ну, это станет более искусством. Но до тех пор, пока мы не способны это распознать вообще, ну, не знаю, там, если наша разрешающая способность не позволяет видеть там вот, хоть что-то напоминающее иероглиф, то оно вот, будет просто какая-то ерунда. Ну, это не искусство, это гайдзюцу, на самом деле. Ну, тогда вам просто придется... Вот это вот иероглиф, который означает... Есть два иероглифа. Да, два иероглифа, гайдзюцу, ну, собственно, искусство. Да. Ну, по-настоящему там искусство требует. Да. Два иероглифа. Хорошо. Значит, я бы хотел сразу подчеркнуть, что искусство в том значении, в котором мы специфически употребляем это в нашем мире, как будто искусство это то, что делает художник, который получил образование и благодаря своей гениальности развернулся каким-то образом. Это упирается в старый образ искусства, который сохраняется и на Востоке, и в определенной мере и у нас тоже. Мы говорим об ораторском искусстве, об искусстве плотника и так далее. У нас понятие искусства это, в принципе, достаточно многозначное понятие, имеющее отношение к мастерству. Вы говорили, что если бы я еще там красивее, то тогда бы это было искусство. А в действительности, если совсем красиво не потекло, то тогда этот лист стоил приблизительно в районе 50 евро. Ну, за такие цены, Дали нарисовал, если бы Дали, то да. Хорошо. Значит, у нас есть какие-то базовые вещи, вот по этому листу я еще посмотрю, что сказать. Давайте двигаться дальше. И я еще должен сказать кое-что относительно того эстетической базы, которая связана с достижением искусства. Для начала я бы вот что хотел сказать. Для того, чтобы понять, что действительно такое искусство, ну, в общем-то, трудились величайшие умы, хотя они, в общем-то, ничего в результате практически такого отдельного не сделали. Но заметим, что первоначально рассуждения об искусстве были всегда привязаны к автору. Для того, чтобы почувствовать, что такое искусство, нужно быть творцом, поскольку извне рассуждать об этом сложно.
без опыта искусства, опираясь только на опыт восприятия искусства. Тем не менее, буквально в древности сразу формируется альтернативная традиция, в рамках которой считается, что поскольку искусство опирается на универсальный эстетический опыт, который есть у нас у каждого, который, что такое красота, например, я могу почувствовать просто выйдя из этой аудитории на улицу, или там посмотреть красивую девушку, которая здесь сидит. И искусство является производной формой этого эстетического опыта. Если я, например, философ, если я пытаюсь осмыслить всю действительность в целом, то тогда я могу говорить об искусстве, даже не будучи художником. Я могу встроить искусство в систему своих воззрений. Но дальше возникает очень существенная трудность. Дело в том, что эстетика, как философская наука о прекрасном, о эстетическом и о отражении их в искусстве, она восходит к понятию чувственности. И фактически эстетика – это наука о чувственности. Но мы с вами знаем, что чувственностью одновременно занимается психология. Формы чувственности, чувственного познания, ощущения, восприятия, представления, образ, который формируется в памяти и воображении. Это в большей степени предмет не эстетики, а психологии. Да? Ну и теории познания, которые в данном случае тоже с психологией работают. Если посмотреть по словарям, слово эстетика действительно всегда привязана к чувственности, но пишется о том, что в чувственности есть такая особая форма. Особая форма, связанная с незаинтересованным или неутилитарным удовольствием. Вот это вот неутилитарное удовольствие, это так или иначе свойство, которое усматривается за красотой. Красота, совершенство без цели, целеполагание без интереса. Что-то вот вокруг этих понятий, заданных Кантом. В общем-то. Ну, давайте посмотрим эстетическое, эстетическое есть выражение той или иной предметности, данной как самодовлеющая созерцательная ценность и обработанная как сгусток общественно-исторических отношений. Ну, понятно, общественно-исторические отношения из марксизма у нас зато, но центр этого высказывания эстетическое есть выразительное фактически. Выразительное, в котором что-то показывается как самодостаточное, как самоценное. Я смотрю на, например, Джаконду и вижу самодовлеющую ценность, которая красиво выражена. Для искусства чрезвычайно важный контекст – это сделать интересным для читателя, для зрителя то, что происходит. Потому что мы с вами знаем, что я достаточно выразительно могу изобразить все, что у меня в голове, но никто не поймет, что я изобразил, тогда это будет, опять же, скорее терапевтический опыт. И что касается классической эстетики. Классическая эстетика, в принципе, сформировалась как организованная дисциплина достаточно поздно, но при этом, в общем-то, с какими-то определенными понятиями очень большая сложность. Во-первых, понятие красоты. Вся классическая эстетика завязана на понятие красоты, когда проходит время красоты в произведениях искусства, начинают использовать другую несколько категорию, сродную красоте, эстетическая. Да? В принципе, эстетическое – это почти то же самое, что красивое, но только более широкий контекст. Я могу любоваться безобразным, изображенным. Аристотель говорит, если я встречаю что-то безобразное, я любоваться не могу, но когда это изображено, я могу любоваться. Это нужно хотеть. Эстетическое пытается расширить понятие красоты. Красота отсылает понятиям совершенства, гармонии,
удовольствия неутилитарного. И считается, что красота, в принципе, рационально не раскрывается. Почему я вводил идею вот этой вот тайны, связанной с нерасходированным иероглифом. По-настоящему, что в действительности такое красота, сказать невозможно. Ну вот давайте посмотрим на Александра Янисовича. Понятно, что мы не можем любоваться в качестве красивой личности. Но что нам говорит о том, что это субъективно? Да. Не обращайте внимания. Почему мы считаем каких-то животных красивыми, каких-то некрасивыми? Почему большинство истерших животных у нас вызывают ощущение красоты? Ну, помимо руконожки, которая единственное страшно, когда вырастает совершенно страшно. Что у нас работает? Вот, можем ли мы говорить вслед за Платоном, что существуют какие-то идеи, которые мы угадываем в вещах, нерационально угадываем в вещах, чувствуем в вещах, и припоминаем про какие-то идеи, с которыми мы когда-то были знакомы. Врождено ли нам это чувство красоты, или оно является случайным? Если посмотреть на современные книги о красоте, то часто встречаешься именно с тем, что красота — это условность, порождаемая конкретной эпохой. Ну, в какую-то конкретную эпоху одни девушки красивые, в другие, с мужчинами то же самое. Да? Вот что нам говорит о том, что красота объективна, или она целиком все-таки субъективна? И опять же, если она субъективна, то насколько в этой субъективности все зависит от моей позиции, а не от истории, например, а не от истории моего вида, которая, в общем-то, закодирована в моих кино. Это большой вопрос, на который сложно как-то ответить. Я думаю, что он пока повиснет. Я введу еще несколько понятий, которые традиционно в эстетике вводятся для того, чтобы каким-то образом ухватить какие-то стороны красоты. Во-первых, это, безусловно, понятие прекрасного. Понятие прекрасного отличается от красоты, но считается, что это самая идеальная часть красоты, это абсолютная красота. И еще с времен Платона, Сократа, прекрасное — это единство красоты и нравственной добродетели или вообще блага. Благо. Еще несколько понятий, которые вот это очень интересно, что эта лекция у меня так сильно закручивалась вокруг японцев. Очевидно, у японцев эстетический опыт действительно значительный. Я сейчас воспроизведу какой-то материал, который я нашел, за корректность его я не отвечаю, но тем не менее, какие понятия маркируют понятие красоты у японцев. Во-первых, это саби, естественная красота, рожденная временем. Это что-то вроде патины, которая лежит на вещах. Любая вещь, которая с этой патиной, она кажется красивее. Но есть ваби. Ваби — это красота простоты. Вот сейчас некоторые искусствоведы, которые пытаются рассуждать о красоте, говорят, что простота — это один из важнейших частей красоты. Вычурность, она может быть красива лишь тогда, когда за ней все равно угадывается вот эта вот фундаментальная идея красоты. Ваби и саби объединились в единое понятие, которое сейчас звучит как сибуй. Сибуй — это красота, заключенная в материале при его минимальной обработке. Вот тут интересная штука, что японец на вопрос, что такое сибуй, ответит: это то, что человек с хорошим вкусом назовет красивым. Это отдельный вопрос, что такое вкус, мы его, может быть, коснемся. И есть еще несколько понятий. Гюген, интуитивное восприятие скрытой сути объекта, способность увидеть в нем символ. Причем Гюген говорит с точностью да наоборот по отношению к западному символу красоты. Западный символ красоты — это совершенство. Совершенство по Аристотелю определяется так,
что ни одна часть объекта не может быть помысленно более совершенной. А тут говорят так, что Юген выражается в том, что у всех вещей законченность, нет, вообще говорят, у всех вещей законченность плохая, лишь неоконченная дает радостное расслабляющее чувство. Вот это вот тоже как бы связано с интуитивным опытом скрытой сущности вещей. Есть еще понятие моно-авары, которое выдает эмоциональный отклик на и скрытую, и явленную красоту, но с обязательным оттенком грусти. Грусти, которая связана с тем, что все приходящее. Вот, мне кажется, что, может быть, японцы с большим количеством понятий, которые мы употребляем для описания красоты, может быть, действительно ближе к описанию того, что такое действительно эстетический опыт по сущности, если не сводить его к опыту близкому животному, да? А говорить о культурной части этого опыта. Ну и что касается еще каких-то понятий, есть понятие возвышенного и низменного. Возвышенное, скажем так, это прекрасное в его модусе подавления меня. Это прекрасное, в котором проявляется столь мощные силы, что я перед ними чувствую себя весьма ограниченным и могу испытывать страх. В отличие от этого, низменное определяется в эстетике как низшее проявление безобразного, безобразное, хаотическое, деструктивное, ведущее к ничему. Низменное — это вот что-то вроде этого. Я в качестве примера, это, конечно, может быть не очень хороший пример, но я его приведу все-таки. Когда я собирался к вам на лекцию, я пытался немножко убрать дома, чтобы, когда жена придет, она бы увидела дом не в таком состоянии безобразного. И в какой-то момент я увидел, уже выходя, что мои брюки висят на стуле, не просто безобразным образом, не просто хаотично, они висели именно низменным образом. То есть вот они рождали очень какую-то негативную реакцию. Мне пришлось вернуться и их перевесить, потому что я понял, что не хочу, чтобы Татьяна увидела такой образ. Они были вывернуты наизнанку? Нет, они скорее напоминали какую-то человеческую позу, связанную с низменным поведением. Что-то вот такое. Да. И есть понятие трагического и комического, вот понятие возвышенного, о котором мы говорили, оно уже проблемно, потому как совершенное, гармоническое, оно не должно подразумевать, что красота меня давит, красота заставляет меня чувствовать себя ущербным. Это уже в понятии возвышенного эстетики усматривает определенное дисгармонию. Что же касается трагического, да и комического, это понятие вообще, которое к красоте имеет весьма условное отношение, поскольку трагическое уже выражает конфликт между, например, желательным или идеальным и реальным. Ну, то есть фактически трагическое выражает абсурд жизни. Да? Вот абсурд в том смысле, в котором Камю придавал несоответствие моего бытия бытию мира. И комическое. Комическое как связанное с критикой реальности. Но в большинстве советских учебников написано так, что комическое, оно связано с предчувствием прихода хорошего. Вот если я чувствую, что есть приход хорошего, то я могу смеяться над тем, что есть плохое. В противном случае я должен буду плакать. Вот. И вернувшись, наверное, к понятию эстетического, я, чтобы не возвращаться к понятию вкуса, скажу, что просто вкус определяется как способность судить о прекрасном, и этот вкус считается, в общем-то, культурно социализирующейся частью личности, тем, что я получаю в образовании, хотя, очевидно,
какие-то объективные, ну или то, что можно сказать, видовые основания для того, чтобы искусство возникало, все-таки есть и должны быть. И вот ситуация, связанная с 20-м, к концу 20-го, началом 21 века, сейчас мы будем переходить к тому, что Саша говорит, понятие эстетического само по себе оказывается тоже дисфункциональным. Нам казалось, что если мы заменим понятие красивого, прекрасного на понятие эстетического и будем употреблять его, скажем, для Сутина или для других художников, которые пытаются для Бодлера изобразить ужасное и эстетизировать его тем самым, но оказалось, что даже это понятие оказалось уже отмирающим. Давайте посмотрим, почему. Можно вопрос уточнение? Да. Вы сказали, вкус, что часть прекрасна. То есть, по сути, это прекрасно. Прекрасно или красиво. Потому что прекрасно, вы сказали, что это часть, самая красивая часть красивая. Есть еще другое определение. Красивое – это внешнее проявление прекрасного. Ну, то есть, если человек прекрасен, то он прекрасен и душой, и телом. Колокогатив, вспомним с вами. Помните, что такое колокогатив? Кто знает, что такое колокогатив? Ну, сказали только что. Единственное, хорошо, формы и содержание прекрасного. Молодец, прекрасно. Это понятие, которое восходит к античности. В Древней Греции о людях судили так. Если человек красив телом, то он красив и душой. И вот красота, как выражение внутреннего совершенства, как выражение вот прекрасно, это весь феномен, а красота это то, что я могу увидеть. И в качестве примера колокогатии я, как всегда, приведу мой любимый пример. Это когда один древний грек увидел Сократа, а Сократ был безобразной внешностью, он тут же сказал, этот человек преступник. На что Сократ даже не стал отрицать. Он сказал, да, но я сам себя исправил, я стал хорошим человеком. Ну вот колокогатия. Ответил? Да. Если сейчас уже переход к эстетической части, да, лекции, хотелось бы вернуться к современному искусству. В части просто про искусство и философию искусства. Вы же когда спрашивали, там, можно ли читать искусство, нельзя читать искусство, вы что делали? На мой взгляд, да, вы проблематизировали суждение про искусство, да? Там, кто-то говорит, что если зритель не может его раскодировать, то это не искусство. А другие говорят, что можно, да, есть, соответственно, разные критерии. Вы можете каким-то образом добавить красоты, навести порядок в этой теме, в том плане, что дать какое-то определение искусству, которое бы схватывало на себе и академические контексты, с какими-то классическими штуками, и поговорить по поводу суждения про искусство. Достаточно ли, например, автора и его предметы, либо отдельно нужен зритель, в каких это все отношениях находится, и как это все... Или, например, пойти от обратного и сказать, вот это вот точно не искусство, все остальное, ну, то есть вот показать искусство, потому что вы рядом ходили и говорили, но порядка там пока нет, и тогда эстетически. Я вот планировал начать с определения, но... Я думаю, что это как раз... Ты можешь ждать, да, а я потом подстроюсь. Я хочу принцип вопроса, собственно, спросить, искусство, да, коренного слова. И слово искусственное, видимо, однозначно это коренное слово. То есть как соотносится искусственное и искусство? Да, кстати говоря, заметил, что в английском языке такое же понятие артефакта. Да? Если я иду по берегу и вижу там искусственный объект, то я называю его артефактом, слово искусство. Да? То есть это искусственно произведенное. Да. То есть, возможно, просто не хватает слов в языке, чтобы корректно писать. Вы знаете, этимологическое слово искусство русское, оно восходит к слову древнеславянскому «искоусь». Опыт, иногда истязание или пытка. Приблизительно то же самое, что с экспериментом, да, и с другими вещами. То есть в действительности я могу свое видение сказать, но по-настоящему вы меня припираете к стенке, так же, как современная действительность припирает нас к стенке. Если есть искусство ready-made, а значит я могу вот этот вот стул выставить на выставке с подписью «стул», и это будет произведением искусства,
Искусство ready-made — это искусство экспозиции готовых объектов. Вспомним с вами известный фонтанчик Марселя Дюшана. Вы его знаете, да? Где сказать? Я на дом задавал. Хорошо. Найдут это. Да. Хорошо. Значит, я думаю, что по-настоящему, вот с моей точки зрения, искусство без сомнения связано с определенным устойчивым опытом. То есть должен быть художник, должен быть его опыт. Искусство не случайно. И это почему важно? Это важно, вот для искусства перформанса это лучше всего видно. Если художник не работает в контексте искусства, если он не знает, что делают другие люди, как вообще проводятся акции, то тогда его акция, которую он сделает, это будет, может быть, политическая акция, общественная акция, но это не художественная акция. Хотите сказать, что для вашего определения искусства диалогичность принципиальна? Диалогичность с другими художниками, ну или там, творцами? Да, вот у нас была ситуация с Сашей Пушкиным, когда он делал один из перформансов, если не ошибаюсь, рядом с площадью Независимости. И потом его дело слушалось в суде, разумеется, и мои знакомые художники, они приходили и пытались рассказать, почему это искусство, а не политическая акция. Ведь это дистинкция такая достаточно проблемная. Да? Что является политической общественной акцией, а что является собственным искусством? Доказательство, что искусство? Ну, отчасти. Какая-то определенная мера ответственности. Хорошо. И я думаю, что по-настоящему вот искусство определяется как образное осмысление действительности, но мы же понимаем, что образное осмысление действительности — это то, что я вообще в чувственности делаю. Да? Я вот сейчас, вы меня слушаете, вы каким-то образом создаете мой образ у себя, и, там, если я хочу вам сказать, вообразите меня на белом коне, размахивающий золотой шашкой. Вы меня никогда так не видели, но ваше воображение делает этот образ. Это совершенно нормально. Да? Но насколько это искусство? Да? То, что мы спонтанно пользуемся образностью. А ведь мы еще и более тонкие вещи делаем. Мы, например, мыслим образные посылы. Когда нам нужно принять сложное решение, нам не снились никакие слова, но мы просыпаемся и мы понимаем, что я не пойду на вот эту работу, а пойду на эту работу, потому что какая-то работа мышления в другой кодировке, в кодировке образов была. Вообще говоря, искусство можно рассматривать как такое большое мышление человечества в образе. Но при этом важно и то, каким образом это мышление в образах выражается. То есть для меня выразительность, почему я сам начал сомневаться в своих способностях как художника сегодня, потому что выразительность, искусность для искусства, мне кажется, чрезвычайно важной. Я, конечно, понимаю, что я здесь не попадаю в эпоху, потому что искусство перформанса и современное искусство, оно в принципе манифестировалось как искусство, которое вводит дилетанта, и даже если вы умеете действительно создавать профессиональные образы, вы все равно создаете образы примитивистские. Вы, если сейчас сходите на выставку «Парижская школа белорусских художников» в Национальном музее, вы увидите, что некоторые образы нарисованы тяп-ляп, а рядом висит работа того же автора, которая нарисована достаточно с хорошим знанием анатомии и того, как нужно рисовать. То есть получается, что на начало 20 века мы получали странную ситуацию, когда художники умели, но понимали, что это не востребовано. И когда вот Саша сейчас начнет говорить, он как раз в значительной мере будет говорить о том, что рынок нашей культуры сейчас, он просто сильно трансформирует сам феномен искусства таким образом, что мы оказываемся нечувствительными к его сущностным сторонам, а чувствительными, например, к тому, сколько что стоит. Да? Есть тогда сразу вот такой вопрос, категорический на самом деле, когда вы говорите о принципиальной необходимости образности в искусстве,
как тогда быть, например, с текстом, с, не знаю, с танцем, с театром? Ну, там, или образом, с музыкой, да, что с музыкой, там, образ. Вот, это разные виды. Кстати говоря, да, я хотел про искусство. То есть мы можем образов. Это действительно вы говорите о важных вещах, потому что, с одной стороны, например, о литературе, мои образы могут порождаться словами, которые я слышу. Причем это тоже нелинейно. Я могу услышать какую-то речь, но мои образы, которые могут родиться, они могут родиться не от самой речи, а от фонетики речи, да? От того, какие гласные и согласные я услышал, которые оказались значимыми для меня. Что касается образов в психологии, было бы слишком наивно, вот как традиционно, говорить, что существует образ, который является слагаемым всех информационных потоков. Вот у вас есть образ этой кисточки, но вы ее не ощупывали, вы ее не нюхали, вы не слышали, как она звучит и так далее. Но образ у вас есть. Просто для нас с вами зрительные образы настолько доминируют, что даже в само понятие красоты у нас чаще всего привязывается именно к зрительным образам. Ну, понятие красоты может привязываться к слуховым образам, да? Это у нас второй по значимости канал информации. Но сложно понятие красоты, например, к осязанию, пальпированию. Да? У нас должно быть вроде какое-то другое понятие. Но вот понятие прекрасного, да, я могу назвать какие-то предметы, которые я буду ощупывать прекрасными. Да. Запах вряд ли я могу назвать, ну, с условностью красивым и прекрасным запах я могу назвать. Я думаю, что имеет смысл дать слово Александру Леонидовичу, потому что иначе мы не услышим интересные вещи, которые касаются как раз судьбы современного искусства. Раз вы задали тему образности, то я, пожалуй, с нее начну, хотя хотел бы это плавно немножко дальше продвинуть. Тем не менее, образ – это, в общем-то, ключевое понятие, художественный образ, на котором строится вся эстетика и все понимание искусства. При этом, что немаловажно, художественное творчество, художественная практика, основывающаяся на этой самой образности, на производстве, на создании образа, она шире по объему, больше по объему, чем, собственно, эстетика и тем более искусство. Можно даже отобразить, как это все дело. Вот есть некое пространство, некая сфера, где создаются эти образы, связанные с художественным творчеством в любых его ипостасях, в том числе в форме сновидения. То, что мы выражаем самих себя, свои идеи, свои эмоции, свои чувства, ощущения, переживания с помощью образов, еще не позволяет нам отнести это творчество к искусству, к сфере искусства, потому что это может быть арт-терапия. Как способ самореализации, который позволяет нам раскрыться в полной мере, избавиться от каких-то комплексов и прочее, прочее. Соответственно, искусство будет занимать лишь какую-то часть вот этой художественной деятельности, однозначно. Так? Это напомнило мне вырезанный эпизод из какого-то фильма, по-моему, «Пес Барбос. Необычный кросс» у Гайдая, когда приходит Никулин, пишет на заборе «А», потом приходит Вицин, пишет «У», вот, а потом Моргунов уже дописывает, пытается дописать третью букву, убегает, и дальше идет художественный фильм. В общем, это художественная практика, назовем ее так, художественный опыт. Искусство лишь часть его. Эстетика может охватить именно все это поле, все это пространство и объяснить, например, природу художественного творчества. Что происходит в нашем сознании, в нашем воображении, в том числе с позиции психологии, например,
и как эти образы затем могут конвертироваться, воплощаться, наделяться какой-то эстетической ценностью, значимостью, в том числе с помощью искусства. Вот. Ну, раз уж я про арт-терапию заговорил, вот можно как раз эту психотерапию сюда вписать. Вот такой вид терапевтической деятельности, психиатрии, психотерапии. Ну, тут уже не буду углубляться в эти тонкости, я не специалист. Да? Психиатрия и психотерапия занята больше исцелением больных, лечением каких-то проблем конкретных у каждого пациента. Психология занимается исследованием вообще наших способностей, наших возможностей, что такое сознание, мышление и прочее, прочее. То есть психология более общие вещи рассматривает, психотерапию интересует именно практически вот такой эффект, да, исцеления, лечения. Вот. Соответственно, даже вот здесь можно психологию вписать чуть больше, да, как психология творчества. Тут нагромождение пошло. Ну что же делать? Вот. Психология творчества находит свой участочек этой художественной практики по созданию образов. Ну, а эстетика может везде, в чем-то из них, да, найти какие-то свои эстетически значимые аспекты, в том числе, например, в промышленном производстве. Да? Где там эстетика важна? Какой эстетика? Производство изделий. Дизайн, да, промышленный дизайн. Тоже эстетически значимая деятельность. Да? Дизайн. Ну и прочее, и прочее. То есть, еще просто поясните, пожалуйста, вот, про образы в этом художественной практике. Сейчас вы начали заполнять вот это пространство художественной практики деятельностями, ну там, психотерапия, психология, искусство, дизайн, а образы это некая другая категория. Образы это материал, который исследуется, с которым работают все эти виды деятельности. Это нестандартная логическая схема с Эйлером. Она именно поэтому и ветвится, что Саша творчески пытается это объяснить материал. Ну, тогда вопрос, например, сейчас. Охватывает ли художественная практика искусство целиком или нет? Или там искусство? Она охватывает и превышает. То есть вы хотите сказать... Она охватывает больше, чем искусство. Художественная практика. Я имею в виду, что вы хотите сказать, что искусство не может возникнуть вне художественной практики. Не может. Вот. Потому что это изначально некая психологическая потребность, скажем так, человека, которая может проявляться, например, в бессознательных образах, производящихся во сне, которые приходят к нам во сне, и они потом могут материализоваться, скажем, в искусстве, а могут быть применены в дизайне. Вот. Но изначально это есть некая психологическая потребность, самовыражение, в средстве как-то реализовать свою фантазию, воображение. Интересно, но насчет образа, допустим, животные тоже снят со сны. А что тоже знаю? Ну как? Вы знакомы с исследованием психологов, которые исследовали? Это не психологи. Почему психологов? Ну даже вот когда кошка зоологи, да, она может там совершать какие-то движения, такие, как будто бы она там ловит кого-то. Да, собака перебирает лапами, как будто вот. Видимо, какие-то образы не возникают. А вдруг это просто мускульное сокращение? Потому что напряглась на самом деле насчет визуализации образов, ну, по крайней мере, у человека, да, сейчас с помощью различных технических методик позволяет за счет считывания активности мозга переводить ее в образ, да.
В принципе, наверное, так же животное. Возможно. Нет, высшие животные обязательно обладают, раз они обладают представлением, значит, они обязательно видят сны. Это банально. То есть у них есть художественная практика. У них есть практика по созданию образа. Художественно можно и понимать в другом смысле, что это создание некой альтернативной реальности. Реальности, наделенной иным смыслом, чем то, что окружает нас повседневно. Вы знаете, я тоже, когда смотрел на то, что Саша рисует, я это, поскольку я еще логику читаю, начал через логику интерпретировать и понял, что что-то совсем не склеивается. А потом сообразил, когда Саша говорит, для него это не синхронический образ, а диахронический. То есть он вот нарисовал когда сферу образов, он приблизительно представил себе все образы, которые изначально, а потом он начал оттуда доставать. Образы могут становиться образами искусства. Да? То есть речь не идет о том, что здесь изображены образы искусства, а скорее те образы, которые стали искусством. Да? Ну, естественно, я уже обозначил это как более широкое искусство. Мы нарисовали просто платоновское мир идей, все, который состоит из образов. И все, и он от этого ничем не отличается, правильно? Но у Платона я бы нарисовал такую пирамиду. На вершине идея блага. Да? Все иерархически подчинено этой идее. Вот. И лучший правитель кто? Который и в социальной сфере создаст такую же идеальную пирамиду управления, где будет все подчинено высшей идее гармонии, блага. Вот. У меня совсем другая. То есть можно образы нарисовать шире, чем художественную практику. Наоборот, то есть художественную практику. Так вот, сделай, что по этой карте-то нет. Если эта карта охватывает все искусство и все образы, то тогда это чисто платоновская схема, понимаете, да? А какая схема у Платона? Ну, в смысле, есть мир как два, в смысле, город, да, со всеми другими, есть воплощенный. И оттуда все берется, и вы все вот это вот называете художественной практикой. Я пытаюсь понять, что мне в этом не нравится. Нет, у Платона идеи существуют объективно. Где-то там, помимо нас, помимо нашей деятельности, помимо нашего творчества. Я же говорю о практике человека, о психологии человека. Так, подождите, вы говорите сначала о практике, а потом о психологии. Это... Давайте я немножко по-другому тогда направлю. Вам нужен, судя по всему, какой-то ключевой образ. Пусть это будет образ эхокамеры. Эхокамеры. У Барта был такой образ. Вот, все, что производится в культуре, оно как бы создает что-то, я так понимаю, что Саша пытается об этом говорить, что-то вроде такой большой-большой копилки. Что мы используем от этой копилки, зависит от того, какие у меня антенны. Вот, условно говоря, эхокамера, ее можно представить как вот эту вот аудиторию, в рамках которой огромное количество волн есть. Но мы понимаем, что если мы достанем сейчас MP3-плеер, то мы сможем словить здесь много радио разных. Если мы поставим здесь же хорошую тарелку, мы сможем телеканалов много словить. Все зависит от того, что я могу словить. Вот я думаю, что Саша пытается говорить о чем-то таком. Не о идеальной сфере, которая где-то там есть, а о том, как вот само тело культуры, может быть, даже с учетом того, что я согласен, что образы есть и в животном мире, что вот существует что-то вроде, может быть, такой живого сигнификативного тела, которое относится не только к людям, и из которого уже порождается искусство. Не мир, который где-то там, а вот мир, в котором мы живем, и как каждый раз, когда я, например, говорю, я делаю вклад в эту камеру, а вы можете меня услышать или не услышать. Я думаю, что Саша пытается о чем-то так говорить. Может быть, но это не приходил. Может быть, имеется смысл попробовать другую схему, да, которую я предлагал ознакомиться с текстом Бориса Гройса «Стратегия инноваций». Он, конечно, больше по механизмам производства тех же самых образов, скажем, да. Как возникают новые идеи, новые концепции в искусстве, и не только в искусственной культуре,
Вот у Гройса такая идея, что есть культурный архив, другими словами, традиция некая, которая собирает, обобщает, систематизирует самые разные художественные ценности, художественные образы, произведения искусства. В частности, архив — это может быть и музей, может быть и библиотека, да, и галерея, все что угодно. Не все что угодно, а именно те заведения, те учреждения, которые занимаются накоплением, да, и систематизацией вот этого культурного богатства человечества. Но это можно обозначить просто как традицию. За пределами этой традиции все, что не распознается, ей как культурно значимое, так и эстетически значимое, ценностное. Все это Гройс называет профанным опытом или профанной средой, но я предложил повседневность назвать, некая рутинная, да, обычная для нас практика повседневной жизни, где, хотя, скажем, у искусствоведа там, или галериста, да, для них повседневность — это как раз продажа картин, например, организация выставок. Тут тоже вопрос о повседневности, но я все-таки именно профанно, да, как у Гройса, значение это употребляю. Вот. И Гройс говорит, что есть какая-то постоянная практика обмена, циркуляции смыслов, идей, концепций, образов из повседневности, пространства культурного архива и в искусство. Ну, есть, видимо, тоже и обратное какое-то влияние, да, когда, скажем, Мона Лиза становится принтом на пакете, да, или на мальчике. Просто выполняя уже, скорее, дизайнерские, декоративные функции. Становится шаблоном. Вот. И в данном случае у Гройса другое видение. Не вот такое психологическое, да, то, что Дима продвигал, что есть какая-то спонтанность творчества, есть креатив, образы, приходящие из подсознания или там свыше откуда-то, Бога, возможно. У Гройса все очень просто. Есть постоянный обмен между повседневностью и культурным архивом. Вот. И искусство, оно в любом своем произведении воплощает сразу две вот эти стороны. С одной стороны, повседневный профанный опыт, а с другой стороны, культурную ценность, значимость эстетическую. И в той мере, в какой, скажем, для традиции репродукция, например, вот той же Моны Лизы, Караваджо, Леонардо, Микеланджело, кого угодно. То есть в этой схеме дизайн будет? По этой схеме дизайн где-то вот на промежуточной этой буферной зоне будет, потому что он ориентирован на повседневные нужды и выполняет запрос промышленного глобального масштаба. Но он может ориентироваться на эстетически значимые образцы, например, из искусства. То есть искусство — это некая форма священного действия. И критерий искусства настоящего — это отличие от профанного, так сказать, взгляда на мир. То есть я имею в виду... Священное действие тут ни при чем абсолютно. Никаких религиозных мотивов. Нет, если говорят о профану, то возникает ассоциация с идеями Илиады. Значит, профанное и сакральное, но тут немножко другое. Имеется в виду не сакральное как сверхзначимое с религиозной, духовной точки зрения, а значимое с точки зрения ценности нашей социальной, скорее, жизни. То есть, если мы все убеждены, что Мона Лиза это значимый, да, что это шедевр, значимый продукт, то это объединяет нас вокруг этой ценности, и мы можем считать себя, скажем, европейцами, да, принадлежащими к одной традиции. Чем отличается искусство культурного архива? Культурный архив — это, опять же, как понятие культуры шире понятие искусства, точно так же и в этой схеме я попытался отобразить. То есть механизмы культуры, в частности, я когда говорю о традиции, это может быть не только искусство. Те же самые ремесла. Есть традиция там, изготовления глиняной посуды на гончарном круге. И это передается из поколения в поколение, передавалось очень долго. И это традиция.
ремесленная традиция. Потом она была в корне разрушена, появилось промышленное производство в других масштабах, но возникла другая традиция. Причем здесь искусство? Искусство немножко другим занято. Вот пример, который Тима приводил со стулом, мне кажется, не совсем был корректен в том плане, что ради бога, да, современное концептуальное искусство может пойти на такой жест, выставить стул, но ни в коем случае на нем табличка не будет с надписью «стул». Тогда это будет продукт дизайнерского творчества. Это будет выставка дизайнерских продуктов. Не искусство. Искусство должно менять смысл этого объекта, переводить его из профанной повседневной сферы вот сюда. Да. Можно вопрос? И тогда это будет табличка не стул, а, скажем там, пьедестал. Да. А если будет написано, это не стул? Да. Переосмысление уже состоится. Да? Важно изменить значение и наделить какой-то другой ценностью. Когда это идет как название произведения, а не как указание, что это стул. То есть как в кавычках. Если написано «жидкий стул». А где здесь вообще все остальное пространство культуры? Если я верно понимаю, то культурный архив это некое локальное пространство, относительное пространство, где собраны уже ставшие формы, исторически сложившиеся. Там нет текущих актов деятельности и нет будущих или возможных всех этих творений. Да? И тогда возникает ряд вопросов. А где другие части культуры? А почему, например, повседневность по объему больше, чем культурный архив? Это значит, что есть некие части нашей повседневной реальности, которые выходят за, абсолютно некультурные. И третий вопрос, каким образом появляется тогда искусство, если оно должно пройти через культурный архив в повседневность, а не наоборот, например. Здесь вырабатываются какие-то стандарты оценки, эталоны. Как высшая ценность, те же самые шедевры, Мона Лизы, относительно которых мы все согласились, приняли как данность, что Мона Лиза это шедевр. Потом нашелся авангардист Марсель Дюшан, который перерисовал ее усики, обозвал малоприличным словом, тем самым расширил традицию, поменял взгляд на них. Тем самым он создал новый эталон. Но сперва это было расценено как возмутительный жест, неприличный жест по осквернению шедевра. Хотя на самом деле здесь можно вспомнить тот пример, на который я вам ссылочку тоже давал, как испанская пенсионерка, или просто почтенная женщина, уж не помню ее социальный статус, взяла и перерисовала, обновила фреску в церкви. «Дорисую Иисуса» называется. С точки зрения культурной значимости, как оценивать этот жест, как святотатство, вандализм, или такой смелый жест, художественный жест. Вроде бы ничего плохого она не замышляла, она хотела обновить. Заставить не знала, что получится в итоге. Хотела как лучше было. Да, у нее были самые плохие намерения, побуждения. Ей 80 лет, а фреске было 100 лет. Фреска составилась, и бабушка решила ее обновить. Раскрасила, и получилась такая интересная картинка в примитивистском духе. Но общественность теперь не знает, как это оценить. Либо как радикальный модернистский, авангардистский жест, и тогда его можно включить в традицию, как включить Дюшана с сюзиками Мона Лизы. Саша, в связи с этим такой вопрос. Подождите, я еще не закончил. У Дюшана было важное отличие, он пририсовал усики на репродукцию, не на оригинале. То есть сразу можно снять обвинение в осквернении ценности, в разрушении ценности. Ценность разрушается не в оригинале, а в... И в оригинале тоже. Но в оригинале она материально измерима. Достойно было пресечение. А в духовном смысле, да, он подтянул, попытался низвергнуть идолов, кумиров, переосмыслить всю эту классическую традицию
И потом еще более радикальные жесты делал, когда приносил писсуар, да, выставлял в галерее. Но называл его, опять же, не писсуар, а фонтан. То есть уже художественно значимо, что конкретизирую, чтобы было понятно. Все-таки Дюшан акцию с фонтанчиком, так называемым, он, в общем-то, делал с очень, мне кажется, осмысленной целью. Он пытался показать, в принципе, наверное, американскому арт-рынку, что стратегия его развития неправильна. Речь не шла о том, что он пришел и выставил писсуар как собственное произведение искусства, потом он это мог делать, потому что он увидел, какое значение это сыграло. Но в тот момент просто была художественная выставка, за участие в которой любой человек мог заплатить $50 и выставить все, что угодно. Все, что угодно. Он выслал туда писсуар, подписался несуществующим художником Рене Мут, дурак, то есть по-немецки, и хотите выставлять все, что угодно, за деньги, пожалуйста. Они отказались выступать, и тут Дюшан единственный раз в жизни написал что-то вроде манифеста, письмо вот этому вот фонтанчике, говоря, что раз уж арт-рынок признает все искусством, значит это тоже нужно признать. И вот ready-made отсюда как бы и взялся. Да? Ну да, то есть ready-made, готовые изделия, да, то есть практика по привнесению из повседневности уже готовых продуктов, которые, тем не менее, с точки зрения культурного архива, искусства, эталонов, не оцениваются в качестве таковых, не признаются в качестве шедевров. Строительный мусор, например, кирпич состроить, этот писсуар. Вот. Но когда они попадают вот сюда, в эту зону, в пространство галереи, музея, в рамках фестиваля могут быть где-то представлены, вот это особое пространство, особое время. Точно так же, как с перфумом. Можно там придумать все, что угодно, становиться на голову, но если это вне эстетически и художественно значимого пространства совершается, оно не будет распознано как художественный жест, как художественный акт. Да, я в качестве примера еще один красивый пример приведу. Один американский художник попробовал сжигать доллары на улице, собралась куча народа, начала на это смотреть, вот очевидно художественный жест был. После чего его как-то вот завернуло, он пошел, распечатал кучу долларов, ну, достаточно так хорошо, и вышел на биржу и начал их там разбрасывать. Ну, естественно, на бирже огромная паника, работа остановлена, его арестовывают и говорят, ну, вот, разве же это вот, искусство. И на что он выдумал гениальный совершенно жест, он пришел в суд в плащи звездно-полосатого флага и сказал, что на все вопросы будет отвечать только стоя на руках. Его Но в такие моменты возникает еще вопрос о психиатрической экспертизе. Насколько эти жесты, вот провести эту грань, да, между эстетической, художественной деятельностью, творчеством и социально уже опасным, да, культурно неприемлемым. Я об этом немножко говорю, когда говорим о художественном опыте. Действительно, для современного искусства это чрезвычайно важно. Если перформер забирается на небоскреб и оттуда прыгает на белую простыню, то, безусловно, мы можем рассматривать это как произведение искусства. Но мы с вами все понимаем, что здесь он перешел определенную грань, которую, скажем так, действительно художник переходить не будет. И такого рода примеров достаточно много. Вот опять же я приведу. Подожди, какую грань он перешел? То есть он убился или он убился? Или простыню натянули пожарники и держали? Нет, ну, это небоскреб. То есть там мы он показал, что на простыне будут проступать следы крови. А в чем если такой грань перешел? Да. Вы знаете, с этим примером немножко сложнее, может быть, почувствовать эту грань. Для многих художников, для большинства художников это вещь, которая, как большинство этических вещей, чувствуется вот так. У меня было это знакомство с одним немецким профессором, который занимался проблемами биоэтики. И когда он долго общался с студентами, а он имеет практику
в госпиталях практику, связанную с помощью врачам, потому что сообщать о неизлечимых болезнях очень трудно. Он там со своими студентами подрабатывает, помогая врачам сообщать такие диагнозы пациентам. И он говорит, что я все равно не могу прояснить, как работает этика. Это чувствуется вот кончиками пальцев. Когда не можешь сказать, но понимаешь, что правильно. Да? Вот здесь приблизительно то же самое. По этому случаю, да. Есть другой случай, который близок к тому, что Саша рассказывает, это когда несколько французских художников взяли фолиант, древний фолиант в библиотеке и вместе с друзьями, пригласив на перформанс, его разорвали, разжевали, растворили в кислоте, слили кислоту с растворенной книжкой в бутылку и пошли сдавать в библиотеку. Да? То есть видно, что вот в таких случаях, где вандализм просматривается, даже не нужно вот этим чуть-чуть. Да, тут видно, что настоящее искусство не должно быть деструкцией другого искусства. Ну вот с Дюшаном по-прежнему, мне кажется, очень удачный пример, тем, что он подрисовывал усики репродукции. Да, то есть он действительно дистанцировался, да, не стал трогать оригинал. Вот. В этом плане он остался традиционалистом. Оригинал — это святое, это неприкосновенно. Это в культурном архиве, в основе всей нашей традиции. Он на репродукции просто показал возможность работы и отношения к этому оригиналу. Вот. Но в таком случае он действительно просто задал такой новый ракурс видения, новый ракурс понимания и отношения к этим ценностям, классическим ценностям. Что сперва вызвало возмущение, а потом было принято, ну да, возможно и так. И пошло уже по нарастающей полный плюрализм, так сказать, и релятивизм. Ну, плюрализм, но если бы он там что-нибудь неприличное нарисовал, то я думаю... А он и нарисовал, он там сделал сокращение, вполне приличная расшифровка была, но когда сокращалось, то это было неприличное слово. А если бы он взял, например, какое-нибудь стихотворение и спахалил его, что бы было? А как можно испахалить? Ну, ставил какие-нибудь матные слова. Тогда, опять же, если бы это сделал он, скажем так, кто-то сделал на рукописи. Да, на рукописи поэта, который лежал под стеклом в музее. Под стеклом в музее, там, дом музея для этого поэта. Понятно, что это важный экспонат, оригинал, который трогать нельзя, он неприкосновенен с точки зрения культурных ценностей. А если он это сделал, да, на очередной какой-то многотиражной книжечке, очередном экземпляре, то ничего страшного. Ну а где вот эта грань, когда это переходит из ценности? Вот это очень важный вопрос, и я хотел бы немножко обобщить этот вопрос. Значит, вы все время вдвоем вертитесь вокруг очень важной проблемы эстетической. Это проблема критериев, посредством которых можно отличить искусство настоящее от псевдоискусства или неискусства. Понятно, что в современном искусстве эти критерии очень размыты. Искусство можно... Наверное, нет уже. Но все равно в человеческом измерении, с точки зрения гуманистической философии, они существуют. Например, прежде всего, это, конечно же, осмысленность, глубина смысла, которая, посредством художественных образов стремится передать данный представитель искусства. Далее это, конечно... Подождите, вот глубина смысла. Как мы измерим эту глубину? Насколько мерно этот смысл? Мы не сможем, мы ее сможем только воспринять в процессе, так сказать, восприятия искусства, в процессе диалога. В процессе диалога этого жеста с традицией. Далее, гуманистичное содержание, его, так сказать, соответствие смысла общечеловеческим ценностям каким-то. Это уже критерии, которые разрезают, так сказать. Далее, я уже сказал о том, что искусство — это своего рода священное действие, это тип сакральной деятельности, не профанной. Вот. Поэтому очень многое, из того, что в современном искусстве воспринимается в качестве искусства, оно не является искусством, потому что это профанация искусства. Нет,
Ну, священное действие — это ритуалы, которые имеют отношение к религии. Нет, не к религии, не к религии. Другое дело, если мы наделяем ценностью и сакрализируем эти жесты, Вы знаете, давайте все-таки нужно какую-то точку ставить, потому что... Да. Я просто к вопросу о критериях. Вот те эстетические категории, которые Дима говорил, принятие в классической традиции, возвышенное, прекрасное, красивое, благородное, истинное. Вот в постмодернизме, постмодернизму, после вот этих всех радикальных действий того же Дюшана, сюрреалистов, дадаистов, всех, кто, казалось бы, не спровергал эти ценности классические, было понятно, что все эти жесты просто расширяют культурный слой, культурный архив. Повседневность отступает, а культура и искусство расширяются. То есть вот эти первые реакции на искусство модернизма, первые реакции, что искусство погибло, восторжествовала банальность, смерть культуры, все это было переосмыслено, что культура просто стала другой, ценности изменились. И сейчас, наверное, единственными критериями, которые в современном искусстве действуют, это новизна, оригинальность авторской концепции, новаторство, да. Но это уже невозможно оценить как благородное, как высокохудожественное, как... Главное, не тривиально. Эксперимент еще, эксперимент. Вопрос все-таки вот о схеме. Природа, она где находится в этих кругах? Просто она... Природа еще шире.